Семинар совещания, посвященный вопросам межнациональных отношений, начался с приятного момента. От имени президента России Сергей Меликов вручил главе Чечни почетную грамоту и юбилейную медаль. Это награда за масштабную организацию празднования 70-летия Победы. Я хочу еще раз в лице главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова поблагодарить всех, кто принимал в этом участие. И, пользуясь случаем, хочу от имени Верховного Главнокомандующего, президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина вручить вам почетную грамоту и благодарность за проделанную работу и юбилейную медаль. Совещание началось со вступительного слова полпреда. По словам Сергея Меликова, сегодня, когда враги пытаются расколоть российское общество изнутри, важно как никогда консолидироваться. В этом направлении ведется активная работа. Доказательством этому свидетельствует факт, что в СКФО практически нет конфликтов на межнациональной почве. В регионах округа сегодня нет межэтнических конфликтов. По крайней мере, их нет в том чистом виде, в каком их пытаются преподнести, а подчас и навязать. Все ситуации, в которых те или иные эксперты говорят о межнациональной проблематике, на самом деле базируются на довольно банальных вещах. Имущественных спорах, бизнес-интересах, чьих-то личных политических, а может быть экономических амбициях. И в интересах достижения или превалирования этих амбиций многие пытаются придать им межнациональный окрас. Отсюда и вытекают способы урегулирования подобных конфликтов и пути их профилактики. Нам необходимо очень жестко бить по рукам за любые попытки использовать националистическую риторику в узкоклановых политических или финансовых интересах. Так же, как за попытки привлечения деятелей банподполья к бизнес-разборкам, с чем мы успешно боремся сегодня и будем продолжать бороться. С приветственным словом обратился и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также сказал, что сейчас нужно уделять внимание национальной угрозе, исходящей извне. Рад приветствовать вас в Чеченской Республике. Мы уделяем огромное значение реализации государственной национальной политики. Это одно из важнейших направлений курса нашего первого президента, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Основой стабильности и благополучия общественно-политической ситуации в регионе является единство народов. Мы бережно сохраняем давние добрые традиции, взаимного уважения, культур, традиций и обычаев. Представители всех народов носят весомый вклад в развитие региона. В республике создан Центр национальных культур, общественные этнические объединения. Они принимают активное участие в профилактике ксенофобии, экстремизма, в патриотическом воспитании молодежи. В республике уже много лет нет ни одного конфликта на почве национальной или религиозной розни. Уверен, что никому не удастся разжечь на нашей земле пожар межнациональной вражды. Северный Кавказ является надежной опорой президента России Владимира Путина. У нас хватит сил и мудрости, чтобы сохранить мир и согласие народов в интересах развития и процветания нашей Родины. Руководитель федерального агентства, прежде чем приступить к докладу, выразил свое восхищение увиденным в столице Чечни. Я испытываю сложные чувства, ностальгические. Я 10 лет не был в Чечне, в Грозном, и ехал с аэропорта. Я 10 лет назад здесь ночью ориентировался и там мог куда угодно прийти, а сейчас еду и не узнаю город. И это может только радовать. То, что здесь, какие изменения произошли за эти 10 лет, но они просто не могут не поражать. Конечно, я видел там телевизионные картинки, какие-то сюжеты, смотрел в новостях про Грозный, но когда видишь это своими глазами, конечно, испытываешь совершенно другие чувства. И кто бы чего ни говорил, не замечать этого просто невозможно. Поэтому я выражаю и свое восхищение и Рамзану Ахматовичу, и тем людям, которые вокруг него вот это совершили. У жителей Северного Кавказа, как и народов России в целом, были тяжелые, драматические, а порой и трагические страницы, говорит руководитель Федерального агентства по делам национальности Игорь Баринов. Существует масса примеров, когда духовные и политические лидеры выводили свой народ из тупика. Нашим потомкам мы должны оставить мирное, спокойное, насколько возможно, благополучное будущее. Но если в работе с обществом, в первую очередь с молодежью, мы будем ориентироваться только на эти страницы исторической памяти, то в результате получим незаживающую историческую рану. Постоянно возобновляющийся конфликт, который будет транслироваться из поколения в поколение. И есть пример, когда духовные политические лидеры
лучше, чем кто-либо знающий свой народ и болеющий за его судьбу, находили в себе силы подняться над перенесенными испытаниями и вывести его из исторического тупика. Одним из них был Ахмад Хаджи Кадыров. Что должно представлять собой основное направление развития Северного Кавказа, Кавказского региона? С этим, думается, значений нет. Это превращение Северного Кавказа из зоны явных и потенциальных конфликтов в процветающий край. Как это сделать и на что опираться? Экономическая составляющая не решит всех проблем. Если ключевые вопросы межнациональных, межконфессиональных отношений, противодействия национальному и религиозному экстремизму останутся без ответа, необходима дальнейшая согласованная и взаимосвязанная работа органов власти, исламских священнослужителей, преподавателей вузов и школ, представителей средств массовой информации, всех, кто связан с воспитанием молодежи, влиянием на общественное сознание. Безусловно, такая работа сейчас ведется. Есть немало хороших примеров. Неизменные приоритеты в ней. Оказание поддержки духовным управлениям мусульман, религиозным общинам, исповедующим традиционные для России направления в исламе, а также организация диалога с представителями различных течений в исламе, не поддерживающих террористическую и экстремистскую деятельность. На семинаре подняли вопрос о строительстве мечетей в регионах России. По словам Рамзана Кадырова, в стране проживает более 20 миллионов мусульман. И если в многонациональном государстве будет больше святыней ислама, Россия еще больше укрепит свой статус самой толерантной страны. Глава Чечни предложил поднять эту тему на государственном уровне. Мы в первую очередь восстановили церковь, мы на Урском районе строим новые, в Шалковском районе, Сундинском, Гудармецком районе. И это наш долг, и мы свой долг выполняем как добросовестно, так скажем. Но те люди, которые сегодня призваны служить, как и мы, они на это закрывают глаза. И там, если проживает 300-400 тысяч там мусульман, или 200 тысяч, или 100 тысяч, там если нету ни одного мечети, это неправильно. Мечеть – это своего рода бесплатный, так скажем, институт обеспечения, так сказать, правильности политики руководства государства. И я попросил бы вас, чтобы вы этот вопрос тоже учли. И когда в ваших докладах, протоколах это был подчеркнут и доведен до руководства государства. То, что он сейчас обозначил, это не спонтанное какое-то выступление и не попытка, новую проблему обозначить. Просто я был свидетелем разговора Рамзана Ахматовича с верховным главнокомандующим нашим, где эта же проблема была обозначена в ходе беседы в Сочи. И, собственно говоря, Владимир Владимирович и поставил задачу провести такой глубокий анализ. Там, где на самом деле стоит острая проблема, мы будем помогать, будем настаивать и выходить и на региональные, и на федеральные власти для того, чтобы эти вопросы решались. На встрече говорили и о роли СМИ в противодействии экстремизму. Прозвучали предложения повышать профессиональный уровень журналистов в соответствии с сегодняшними реалиями. Спикер чеченского парламента Магомед Даудов задает вопрос, почему и близкое государство, созданное террористами на Ближнем Востоке, российскими СМИ именуется исламским. Мне тоже хотелось бы, так скажем, выразить волю и желание наших, так скажем, избирателей. По СМИ идет каждый день, связывает негатив, который в мире идет, в частности, и близкого государства, когда это связывает с нашей верой, то есть называя их исламским государством. Нас об этом спрашивает наша молодежь каждый день и говорят, а почему в нашей стране, где проживает 20 миллионов мусульман, связывают какую-то там кучу бандитов и то, что им делается, с нашей религией. Я считаю, что этот вопрос тоже на форуме СМИ надо поднять, Михаил Юрьевич. Отсутствие Чеченской Республики межэтнических конфликтов – это залог грамотной политики, начатой еще первым президентом, отметили здесь. Именно Ахмад Хаджи Кадыров заложил фундамент под объединение этносов, проживающих в республике. Он подчеркивал, что сила государства только в единстве ее многонационального народа. Когда везде была тишина по одной причине от того, что никто не смел сказать решительное слово за свой народ. Когда здесь была пропасть, и мы стали перед этой пропастью, которую западные аналитики называют гуманитарной катастрофой, вот тогда и прозвучала великая проповедь первого президента Чеченской Республики Ахмада Хаджи Кадырова. Тогда он был просто проповедником, когда не было той исторической встречи и не было того великого моста, построенного моста доверия между верховным главнокомандующим и президентом Российской Федерации.
Владимиром Владимировичем Путиным и Ахматом Хаджи. И в этом голосе уверенно и на весь мир прозвучал аят именно из того Корана, который защищает сегодня наш национальный лидер. Прозвучал он так: «Астаизу билля, фахтасиму бихаблиллахи джамиан ва ла тафарраку». И держите завет Аллаха крепко и не разъединяйтесь между собой. И говоря «не разъединяйтесь», он имел в виду не только чеченцев, и не только мусульман, а и православных, русский народ имеется в виду, и кумыков, и татар, и все другие национальности, которые здесь дружно проживали и проживают на сегодняшний день. Он объединил все народы и стал отцом нации, в которой было многоголосие языков, культур и традиций. И сегодня я являюсь свидетелем того, как прошли митинги во всех городах и весях, в самом маленьком селе и хуторе, где живут казаки, где живут русские, где живут представители других национальностей, которые единым голосом сказали, что они признают своим национальным лидером Рамзана Кадырова. На семинаре с докладами выступили и представители других регионов Северного Кавказа. Все едины во мнении. Основная проблема СКФО – это не внутренние конфликты, а вопросы национальной угрозы. В завершении встречи Сергей Меликов еще раз поблагодарил Рамзана Кадырова, правительство республики и депутата Госдумы Адама Делимханова за освобождение матроса судна «Механик Чеботарев». Я бы хотел сегодняшнее совещание завершить следующим примером, который в том числе говорит о нашем единстве и способности нашим сегодняшним противостоять, вернее, способности нас противостоять сегодняшним общим угрозам. Совершенно недавно, вы, наверное, знаете, хотя это событие не слишком сильно освещалось, в очередной раз представители Северного Кавказа, в частности Чеченской Республики, по решению главы Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, по согласованию действий с Верховным главнокомандующим Министерством иностранных дел, провели беспрецедентную акцию освобождения российских граждан из, можно сказать, плена из Ливии. В этом освобождении, в частности, принимал участие или организовывал эти действия депутат Государственной Думы Адам Султанович Делимхан. Какая разница, кого мы сегодня освободили из Ливии? Русских, там, евреев, украинцев, белорусов. Никакой разницы в этом для людей, принимавших подобное решение, не было. И принимали это решение люди тоже разных национальностей, утверждал его наш национальный лидер Владимир Владимирович Путин с учетом возможностей и доверия тем, кто это решение потом исполнял. На этом я хотел бы завершить наше совещание, поблагодарив наших коллег, в том числе за этот самоотверженный и мужественный поступок. Глава Чечни лично проводил полпреда в аэропорту Грозного. Кадыров поблагодарил Сергея Меликова за участие в важных мероприятиях Северного Кавказа. Эсмина Гацаева, Мурат Эльбукаев, Джамлел Хаджалиев при поддержке пресс-службы главы республики. Новости.